сейчас слово предоставляется президенту талышской диаспоры Исмаилу Шабанову. Дорогие друзья, дорогие гости, спасибо, что представили нам слово. Я очень рад, мне понравилось, как хорошо организовано. Здесь выступил наш уважаемый Азарь Мандым. И очень хорошо, что здесь присутствует представитель посольства, это очень приятно. Представители искусства, которые выступали, обрадовали нас. Я всем благодарен. Спасибо вам. Я сам, конечно, не помню Джавиева, но наша семья с ним был такой тесный связан, потому что мой дед вместе с ним отправился на войну. У меня отец с ним очень близко общался, потому что он работал директором совхоза и часто с моим отцом встречался, они были коллегами. Я помню даже его похорон, когда, по-моему, в 1978 году он умер. И все были у него на похороне. Я помню, отец вернулся с слезами на глазах, говорит, что мы похоронили человека, который отправился на войну вместе с отцом. Конечно, мой дед не возвращался. Можно чуть-чуть вниз, это самое, да. Действительно, я очень горжусь с Мирза Джавиевым. Не только у нас Мирза Джавиев, у нас таких людей очень много. Я буквально, по-моему, полчаса тому назад у господина советника посла спросил, сколько из Азербайджана отправились на войну. Он мне сказал 680 тысяч. На самом деле, это для тогдашнего Азербайджана это очень большое количество. Это говорит о том, что страна в массовом порядке отправились защищать Родину. Из моего села, из маленького села, не вернулись только из войны 47 человек. Представьте. Были люди, которые вместе с нами отправились в войну. И погибали, отец вместе с сыном погибали. У нас есть деревни, которые более 100 человек только не вернулись. Это говорит о том, что люди действительно были настроены патриотичны. Любили, верили в страну, в которой они там жили. На самом деле, я когда поинтересовался с подвигом Джавиева, меня особо интересовал его подвиг в Калининграде, в Кенигсберге. Там есть такой, значит, такой интересная строчка. Значит, они когда хотели войти в город Кенигсберг, ну, там были ворота огромные, нужно было переходить в форт. Но у них не было соответствующего оружия. Они взяли, значит, разрушили, или когда, ну, каким-то способом или отнимали у немцев их оружие, и ихними взрывчатками взорвали вот это вороту, и вошли туда, уничтожили немцев, и взяли в плен, по-моему, 17 или 14 человек. 13 человек. Это очень показательно. Вы представьте, вообще-то Кенигсберг это непростой город. Это вообще-то Кенигсберг считается родиной немецкого культурного храма. Это храм. Там похоронен Гёте, вы знаете, да, наверное, да? Вот. Конечно, вот эта Вторая мировая война, фашизм отнял очень много жизней, отнял наших дедов. Были, когда человек только что женился и забрали его в войну, не вернулся. Фашизм уничтожил очень много, значит, очень таких достойных наших сыновей. Нам показалось, что в 1945 году мы покончили с фашизмом. И не зря наши деды погибли. К сожалению, сегодня, смотря на Украину, да, рассматривая ситуацию на Украину, мы смотрим, что опять же тот же фашизм начинает наступать именно оттуда. Сегодня Карфаген III взял реванш, наступает снова на восток. Вот это нам не нравится. Это очень плохой признак. Нам бы,
конечно, очень хотелось бы жить в мире. Нам бы хотелось бы, чтобы была стабильность. Мы не желаем плохого ни одному народу. В том числе мы хотим, чтобы в этой конфликтной Украине она утихла, и этот два братский народ разобрались между собой и разошлись миром. Но, наконец-то, вот фашизм, который опять же начинает наступать, наконец-то одумались. Я сегодня посмотрел внимательно выступление нашего президента Путина. Он очень конкретно очертил контуры, которые должен бы сказать. Я думаю, что, наверное, скорее всего, это холодные головы одумается. Все-таки это очень опасно, когда вот это коричневый вот это фашизм, она находит понимание в официальных властных структурах. Это очень плохо. Я понимаю, да, какие-то недообученные люди, необразованный человек, они что-то такие слова говорят. Но когда вот это фашизм находит понимание у высокопоставленных людей, это очень опасно. Мы, кстати, недавно отметили здесь вот это юбилей Наваи, когда шла речь о жизни и деятельности Наваи. Вы знаете, я вам скажу одну интересную вещь. Наваи вообще из города Герата, вы знаете, из Алмазского города Герата, как раз оттуда и Мевлана. Мевлана, который сегодня считается в Турции один из чуть ли не источников национальной культуры, понимаете? Мне понравилось выступление бывшего вице-премьер-министра Туркменистана. Он сказал такую вещь, сказал: было времена, не было границ. Все народы переселялись, где как, где проживал. Самое главное, понимаете, не мешали друг другу, не было же. Теперь так скажи, кто откуда пришел. На самом деле, вот этот город Герат, одновременно там вырос национальное, или может быть достояние, и в Турции Мевлана, иранцы его считают своим. Сегодня узбеки его считают, допустим, Наваи своим. Поэтому всегда нужно найти общий язык. Хорошо, что мы в рамке культуры или в дискуссии обсуждаем, и действительно мы гордимся ими. Мы каждый хотели бы, что принадлежало нам достойных людей. Никто не хочет, чтобы, понимаете, вот гордиться с какими-то преступниками. Мы все хотим гордиться с достойными людьми, с героями, люди, которые оставили след в истории. Я всегда говорю и в общении с азербайджанцами, со всеми, и с нашими соотечественниками, я говорю, за течение тысячи лет очень многие люди жили у нас на этой земле. Были богатые, были кем, ханы были, беки были, но Низами остался на всю жизнь, потому что он был выдающийся личность. Понимаете, Низами, потом мы часто вспоминаем, несмотря на семьи похороненных в Сирии, да, в Сирии, мы все равно гордимся с ним. Поэтому я призываю всех, я очень хотел бы, да, в Халабе, меня хотелось бы, чтобы мы всегда гордились с такими выдающимися людьми. Поэтому они для нас являются образцами. Для меня они являются образцами, понимаете. Я ими горжусь. Я хочу, чтобы, еще раз хочу повторять, мы должны быть готовы повторять тот же подвиг, который повторяли наши деды. Спасибо вам большое.